Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка, дорогие зрители, гости канала. Сегодня будет необычное видео. Сегодня будет чистка на черной соли. Это соль волшебная, это соль уникальная. Мне ее привозят из очень волшебного места. А эта соль намоленная и обладает невероятным свойством и эффектом. На этой соли я работаю с моими клиентами, которым особенно нужна помощь от Вселенной, от высших сил, от природы матушки. Эта соль позволяет забрать любую беду, любую неприятность, любое огорчение и любую деструктивную программу. На эту соль я буду делать чистки для вас. Пожалуйста, если вам эта чистка понравится, и если у вас есть другие темы, которые бы вы хотели просмотреть, почиститься, пожалуйста, в комментариях пишите. Я все ваши комментарии читаю и все ваши предложения буду брать в исполнение. Также эта чистка будет доступна для моих спонсоров. Так, мои милые, сегодня чистка будет на тему избавиться от одиночества. Эта чистка подойдет абсолютно всем, будь вы в паре, будь вы в браке, будь вы одиноким человеком. Очень часто так случается, что человек, будучи замужем, имея там и деток, и большую семью, чувствует себя одиноким. На это могут указывать разные ситуации, и причины могут быть разные. Сейчас я буду просматривать причины, которые вас к этому привели, и тем временем, когда я буду смотреть, также соль будет это все в себя впитывать и забирать ваши грустные истории, ваши неприятности, ваше одиночество. Пожалуйста, мои дорогие, посмотрите на эту черную соль. Прям постарайтесь вглядеться в каждую крупиночку, да, в каждую частичку, в каждый кристаллик. Подумайте о своем одиноком сердце, о своем одиночестве и о том, как иногда вам холодно, как хочется тепла, как хочется объятий. Подумайте о том, о чем мечтается, каких отношений вы бы хотели. Попросите соль забрать деструктив и негатив из вашей жизни. Я надеюсь, вы настроились. Сейчас я буду чертить рисунки, из которых я буду черпать информацию о вас, и которую черная соль будет потом поглощать. Давайте будем смотреть для тех, кто смотрит, что же у вас происходит, в чем ваши беды, в чем ваше одиночество, от чего ваши сердца так разбиты и так одиноки. Так, ну что, в центре вот он вышел, рогатый дьявол, мои дорогие. Дьявол вами играет, дьявол в вашем сердце заставляет вас печалиться, переживать, сомневаться, плакать, истерить. Вам не мил свет вокруг вас. Вы пленница этого дьявола, вы пленник этого дьявола. Вы живете в сомнениях, вы живете в сумраке, вы живете в своих комплексах. Вы не умеете попросить своей любви. Вы не умеете свободно рассказать о своих чувствах, о своих ощущениях, о своей печали и тревоге. Мало того, этот дьявол указывает на то, что вы человек испорченный. Вы уж простите, но испортить человека могут не только магия, эзотерика, но и, например, неправильное воспитание, детские травмы, детские комплексы, зажатость, закрытость, неуверенность в себе. Мои милые, с вами нужно работать. Вас нужно вытаскивать. Соль поможет, она уберет эти комплексы, соль уберет наносное. Но вы, мои милые, тоже над собой поработайте. Дайте себе позитивную программу, программу на восстановление, программу на рост, на ресурсность, на улыбку, на счастье, на светлое будущее, на радугу в жизни. Понимаете? Поработайте тоже вместе с этой солью. Соль вывела основную причину. Это дьявол в вашем сердце. Он играет вами, он дергает за веревочки. Он пытается вас
не выпускать из этих объятий тоски и печали. Он показывает вам счастливые пары. Он показывает вам ваше одиночество. Вам могут сниться дурные сны. Вы можете ощущать действительно ледяной, могильный холод от человека, который с вами рядом. Это игра, это иллюзия. Это все идет от этого дьявола. Мои милые, у кого действительно есть серьезные проблемы с порчами и негативным воздействием, я думаю, вы себя знаете. Здесь вам конкретно нужно предпринимать серьезные шаги. Шаги могут быть разного толка. Либо к специалисту вы будете обращаться, либо будете вымаливать себя сами. Кто на что гораст. Я здесь таких прям рецептов вам выписывать не стану. У каждого своя ситуация, и каждый свою ситуацию знает. У других же идет именно чистая психология, когда вы действительно находитесь в каких-то зажимах, шорах и каких-то вот прям ограничениях. Вы сами себе блочите, вы не разрешаете себе счастье, а кто-то прям так-таки себя наказывает и говорит: нет, не заслужила, не заработала, не будет тебе радости, кто тебя полюбит? Ты старая, ты некрасивая, ты там, не знаю, морщинистая, ты не умеешь красиво говорить, у тебя волосы редкие. Знаете, вот это вот дьявол начинает работать, который вот прям пытается вас там в самом худшем свете выставить. Вы понимаете, вы сильная, вы мощная, и вы живой человек. Пока человек живет, он может проработать все, что угодно, он может поменять все. И вы должны вот этим рогатым существом бороться, гоните его прочь. Гоните из своего сердца, выпаливайте, выгоняйте, вытравливайте. Он вам печальку, а вы ему смех. Он вам тоску, а вы ему радость. Он вам одиночество, а вы идите в люди, в толпу, там, где весело, там, где активно, там, где вас признают, там, где вас любят и там, где к вам тянутся. Я вижу, что эта ситуация напускная, она уйдет из вашей жизни. И уйдет она благодаря человеку, который вот-вот уже ворвется в вашу жизнь, прям в прямом смысле слова. У кого-то это будет пара, парень, либо женщина, с которой вы построите отношения и действительно избавитесь от одиночества. А у кого-то это будет настоящий друг. Для женщины женщина, для мужчин мужчина. И этот человек будет вам ближе, чем сестра, либо брат. Этот человек будет заботиться о вас больше, чем заботилась родная мама. Да, так бывает. И да, вы вспомните мои слова и не раз поблагодарите Вселенную и высшие силы за то, что именно такой человек появился в вашей жизни. Этот человек, он стоит миллионы. Этот человек ваш земной ангел-хранитель. И этот человек выведет вас из этого состояния. Он заставит вас побороться за свое счастье. Он вам поможет. Мои дорогие, у вас вот эта тоска, хандра до конца осени, у кого-то раньше, у кого-то это будет начало, а у кого-то конец, закончится, уйдет, исчезнет, отпустит. Вы просто почувствуете, кому-то прям приснится вот этот вот рогатый, который будет уходить и может вас во сне обидеть, и может вам даже сказать что-то плохое, а вы уже ему не поверите. Нет, вы уже будете совершенно другим человеком, счастливым, улыбчивым, веселым, позитивным человеком, который верит в счастливое будущее и который уже будет жить в этом самом счастливом будущем. Мои милые, здесь именно история борьбы. Борьбы за себя, борьбы за свое будущее, за свою радость. В вашей жизни будет любовь, в вашей жизни будет забота. Мир заиграет новыми красками. Счастье постучится в вашу дверь. Здесь очень прекрасный знак. Птицы. Птица, которая летит. Птица — это вестник. Вестник счастливых новостей. Вестник перемен. Эта птица уже летит к вам. Совсем чуть-чуть времени, и вы поймете, что вы вышли из хандры, из тоски, из депрессии, из деструктива. Вы поймете, что вы очистились. Вы поймете, что вы на правильном пути. Вы поймете,
что вы любимы, и то, что вы любите в ответ. Здесь будут сказочные перемены. Хотите — верьте, хотите — нет. Жизнь будет меняться просто-таки каждую, не знаю, секунду, миллисекунду. Сразу пройдут изменения, сразу, причем яркие, один за одним, как фейерверки будут взрываться. Здесь будет радость. Здесь закончится ваша вот эта тоска каким-то большим праздником. Большой праздник, много людей, большое комьюнити. Люди веселые, люди поют, люди вкусно кушают, люди вкусно пьют. Это большой праздник. Вы звезда этого праздника. Внимание на вас, и вы чувствуете тысячи глаз, которые смотрят на вас с любовью и с восхищением. Это и есть венец. Это и есть то открытие, которое никак вам не давалось. Вы крайне интересный человек. Вы человек уникальный, добрый, привлекательный. Ваша энергия сладкая, словно нектар. И вас вот этот рогатый товарищ просто специально забрасывал грязью, такими сгустками грязи, пытался вас запачкать, чтобы вы, не дай бог, не узнали, какая вы ценность, какой вы бриллиант. Человек, который был с вами рядом, ведь он тоже играл с ним, он тоже к нему бегал, он прыгал из вас в него, из вас в него, он ему шептал, что вы холодная, что вы злая, что вы его не любите, а используете, что вы, например, меркантильная, что вы при своем интересе всегда. Он ему мозги пудрил, и вам. И вы, два человека, которые сошлись по Божьему благословению в пару, вы были странниками, вы были чужими друг другу. А все из-за него. Все из-за этого товарища. Я скажу честно, для тех, у кого несчастный брак, у кого плохие отношения в семье, этот товарищ был подселен. Вот прям подселили этого товарища. Каким образом? Либо на вас сделали, чтобы рассорку сделать, да, разрушить вашу семью, либо это был другой вариант, когда, например, человек побоялся потерять зону влияния, да, на, например, его кто-то, мама, там, сестра, бабушка могла сказать: о, какого парня воруют из семьи, ну-ка я им сейчас тут сделаю счастливую жизнь, да, погуляет и вернется. Либо с вашей стороны то же самое могло быть. Мама не восприняла этого мужчину, она восприняла его как врага. И начала активно действовать. Всякие там молитвы, заговоры, приговоры, отговоры, накрутки, закрутки. Понимаете, оно как благими намерениями выстелена дорога в ад. И вот прошло время, вы не разошлись, потому что есть чувства, но вы попали в лапки вот этому цепкому рогатому, который вами крутит, как хочет. И вы оба, будучи любимыми друг другом, остаетесь одинокими, холодными, как два нищих. Смотрите друг на друга, ждете, просто выпрашиваете даже вот эту милостыню любви, но при этом никак не можете ее получить. Это плохо. Это очень плохо быть зависимым человеком. Соль заберет эту зависимость. Ну и вы тоже должны постараться. Во-первых, проработайте себя. И если вы понимаете, что ваша мама против ваших отношений с человеком, говорите с мамой. Если вы понимаете, что с его стороны кто-то против, говорите с тем человеком, который против. Прямо говорите, ничего не бойтесь. Вы должны хотя бы вербально разорвать эти нитки, которыми вот вы связаны, да, разорвать. И вы их разорвете. Я вижу, что вы выходите. Я вижу, что вы выйдете на новый уровень в отношениях. И мало того, еще раз говорю, у кого-то прям судьбоносное идет знакомство, встреча с человеком для любви, для брака, а у кого-то для дружбы. Вы понимаете, вам тут и любовь, и товарищ идет. Так что все будет замечательно, все будет хорошо. Поработайте над собой. Не бойтесь его, вы сильнее, чем он. Вы с ним справитесь. И соль моя в этом вам поможет.
Соль забрала в себя ваш негатив. Пока вы смотрели на нее, вы просто передавали. Энергия, она ведь, знаете, она не во времени и не в пространстве. И не важно, что это видео на YouTube, и не важно, что это видео, например, вам попалось через год после того, как я его записала. Это не работает так, как мы думаем. Это работает совсем по другим законам. Вы посмотрели на мою соль, вы передали свою боль. Соль, она прям горячая, вот я даже притронуться к ней могу, прям горит. Горит. Кто-то очень злился, кто-то очень злился и передавал злобу. Это нормально. Это из вас выходил он. Он вас напоследок накручивал. А кто-то плакал, когда смотрел на эту соль. Вот он тоже мог это с вами сделать. Это хорошо. Вот кто особенно плакал, кто расплакался, мои дорогие, считайте, что вы очистились. Вы свободны от него. Теперь осталось дело за малым. Себя настроить на позитивный лад. Эту соль я уничтожу. И вместе с ней уйдет ваша тревога, ваша тоска, ваше чувство одиночества и неуверенность в себе. Вы почувствуете себя абсолютно счастливым, свободным человеком. Мои милые, принимайте дары черной соли. И пусть у вас в жизни все сложится самым лучшим образом. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание.